Испытано на себе. Друзья, мы рады приветствовать вас на канале Якутия-24. Это проект «Испытано на себе». Я думаю, что дороги – это самый животрепещущий вопрос не только горожан, но и вообще в целом по республике. Ну а сегодня у нас будет выпуск посвящен основной составляющей любых хороших дорог – это асфальт. И сегодня мы находимся в лаборатории. Начнем мы наш выпуск с этого. Познакомьтесь, Семен Филиппов, начальник дорожной строительной лаборатории. Семен, приветствую. Здесь расскажи нам, я вообще даже не думал, что есть лаборатория для асфальта. Да? Можешь вкратце рассказать, что это? Ну, дорожно-строительная лаборатория присутствует у каждой дорожной компании, должна присутствовать, по крайней мере, для испытания нормативных показателей. Вот. Подбираем состав перед тем, как приступить к работам по асфальтированию. Подбор состава производится у нас. Ну, сперва минеральные компоненты у нас проверяются, да? Перед этим у нас подбирается гранд-состав, щебень, отсев, песок и минеральный порошок у нас просеивается через набор сит полностью, да? У нас виброплощадка, сито просеиваем, после у нас проверяем по нормативным показателям как раз-таки гранд-состав, о котором мы с вами разговаривали. Мы подбираем определенное соотношение тоже, сколько у нас должно быть щебня, сколько должно быть отсева, сколько минерального порошка, и это все регламентируется нормативами. Очень много показателей как раз таки именно вот к разный вид асфальта, тип асфальта. Есть там, у нас, скажем, А16, А22, А8 и так далее. Вот, но в основном у нас применяется вот А16 и А22. Это в основании и в покрытии. То есть у нас два слоя асфальтобетона находится в основании их покрытия, то есть нижний слой А22 и верхний слой А16. Для велодорожек у нас где-то А8 и так далее. Ну, поясню, да, сразу, что вот 16, 22 и 32 там и так далее, это у нас номинальный размер зерна щебня. Крупный, есть... да, самый крупный это у нас, скажем, 32 это у нас 32 миллиметра, 16 это у нас 16 миллиметров. Вот. А принципиально чем отличается нижний слой асфальта от верхнего? Вот крупности зерен. Крупности. Да. Вот в основном нижний слой у нас в указке воспринимает очень большую нагрузку. Он тогда из более крупных зерен. Он из более крупный, да. Поэтому у него макроструктура должна быть из крупных зерен щебня. Чем меньше, по идее, но и как бы он эстетически должен вид иметь у 16-го, да? Он менее, на поверхности меньше упор находится, соответственно, он как бы сдерживает вот эти вот воду, такие вот реагенты, которые... 32 или 22, да, он более такой, у него каверна имеется на поверхности, да, поры и так далее, но он больше держит именно вот нагрузку динамическую. Правильно ли я понимаю, что лаборатория это некий такой, как сделать рецептуру, да, то есть асфальта, который уже потом пользуются, соответственно, строительные компании, да, которые асфальт укладывают? Изначально, да, перед сезоном мы всегда так этим занимаемся, вот, именно подбор состава, а потом уже далее, когда у нас завод запускается, мы контролируем уже качество. Испытано на себе. Так, ну давайте вот на весах. Мне нужно насыпать туда, да? Да, вот мы сейчас тарируем. То есть, 0 грамм. Да, выбираем массу. Поближе надо поставить? Можно поближе. Ну тут несколько уже. Ну, несколько, тут 1200 грамм, это достаточно много, придется сыпать. Если просыпаться будет, ничего страшного. На пол имеется в виду. Это необычно, никогда поварешкой асфальт не... Ну, по идее, тут должна быть ложка, но мы ее потеряли, поэтому приходится у нас так. Так, 1125. Да, ничего страшного, можно взять, насыпать, а потом просто руками вытащить. Да, брать, да? Там несколько заполнителей крупных, жирных. Достаточно еще можно. 1214. Вот 14. Можно вот так руками взять, какой-нибудь крупный. 1210, да? Давайте поменяем. Ну, где-то так вот. Получается у нас 1207. 1207. Да. Записывать это нам не надо. Мы просто вот зафиксировали. зафиксировали, да, что у нас 1200, поэтому берем и форму. Это все накладывается в форму. Так, в целом вроде готово. Да, поэтому, в принципе, немножко сделать подровнее. Так, руками можно. Ну и все, можешь форму брать. Так, снизу, чтобы не рассыпалось. И куда ее? И вот сюда. Вот сюда.
Ага, ставим. Сюда на край поставь. Так, и вот эта крышка у нас сюда, сюда вот, она нужна в паз, вот, в паз Вот так, попадает, да? и сюда устанавливаем. Тут есть, ну, фиксатор. Мгм. То есть, так, и у нас вот, все. Она у нас стоит, никуда не двинется. После чего опускаем груз. Все, груз зафиксирован. Можно закрыть. Или можно даже показать, наверное. Ну, откроем. То есть Всё. сейчас мы послушаем, как звучит Да. без звукоизоляции и Конечно. откроем ее. Так, ну, программу, да, если у нас, опять же, число ударов меняется, то мы устанавливаем. У нас 75 ударов. Поэтому программу убираем, у нас стоит счетчик ударов. Ну, импульсов. Мгм. 0. Поэтому нажимаем просто пуск, и он начинает работу. Ну, достаточно. Сейчас. О, мощно. Ну, у меня тоже есть. Пусть оператор постоит. Да, реально нет. Глаз О, дергается. 75. Кстати, не слышно, ну, очень хорошо глушат. Да. Ну все, у нас 75 ударов прошло. И эту форму мы достаем. Но я сейчас покажу. Дальше уже сам. То есть поднимаем фиксатор, кольцо. И поднимаем груз здесь фиксирующий. Все, и вытаскиваем. Опять же снимаем вот это вот. И у нас утрамбованный асфальт. Да, у нас утрамбованный асфальт пока что. И сейчас мы его снимем вот сюда. Снимаем дно. Аккуратно. Он еще горячий, да, получается у нас? Ну да, у нас горячий. Ну и это у нас извлекатель проб. То есть, ну вот у него штырь есть. Здесь он упирается и поднимается асфальт. Это проба наша. Сейчас В целом, получается, здесь понятно, зачем нужно было масло машины. Да. Испытано на себе. Так, друзья, ну что, мы немного заморочились и сделали 3 правильных формы, да, то есть обстучали их с 2 сторон. И следующий этап, переходим к следующему этапу. Что мы должны делать? Так, ну теперь мы определяем объемную плотность, как раз таки для того, чтобы определить содержание воздушных пустот. Ну, один из пунктов для определения воздушных пустот. То есть мы должны еще максимальную плотность определить. Но это на смеси делается. Вот. Для этого мы образец должны взвесить на весах. То есть установить, опять же, обнулить и записать массу. Скажем. 1202,10. Да, это у нас получается масса образца на воздухе. Ну, скажем, по нормативам мы будем записывать ее как букву А. Потому что у нас есть вот формула. Да, я выписал ее. Вот она, объемная плотность. То есть масса образца на воздухе, да, это у нас То есть это буквой А. То есть у нас 1200. после того, как мы сделали, сразу в обычном состоянии, в воздухе. Да, мы на воздухе. взвесили Так называется 1202,09. взвешивание на воздухе. Далее мы должны образец поместить в воду. Да, убираем образец, и погружаем его в воду на 4 минуты, но должны подвесить его. Поэтому В подвешенном состоянии? в подвешенном состоянии, да. Так называемое взвешивание в воде. А он сейчас уже покажет вес самого образца, или потом мы Он показывает вес Таро. образца именно в воде? в воде. Вот, после этого мы ее Так, время пошло. зафиксировали. Да? Вот, это мы обозначим. Вот у нас буквой С 4 минуты. По истечении 4 минут. Далее, после того, как у нас... Пройдет 4 минуты? Да, после 4 минут мы его вытаскиваем образец, обтираем и тоже 4 минуты даем ему постоять на воздухе. И после того, как он здесь постоит 4 минуты, мы снова фиксируем его массу и записываем уже как индекс B. Вот. И далее уже вот по этой формуле мы вычисляем объемную плотность. Ну, на плотность воды. Так. Той жидкости, которую мы взвешиваем. Я даже не представлял, что с асфальтом делаются такие манипуляции.
Ну, Даже гидростатическое взвешивание было тоже в старом ГОСТе, но оно делает больше для водонасыщения. Ага. Испытано на себе. И, соответственно, вот Грубо говоря, где-то начинаем 20 грамм воды влаги впитал. он впитал. Да, и, соответственно, уже начинаем вычислять по этой формуле. Мгм. Вот плотность воды учитывается, она у нас по нормативу равняется 997 грамм на сантиметр в кубе. Мгм. Не пишет ручка, уже перестала писать. Мгм. Вот. Ну и, соответственно, это мы уносим в протокол испытаний и вычитаем. Мгм. Уже позже будет видно. Ну и те же самые манипуляции проводятся с остальными двумя образцами. Соответственно, все точно так же делается. И затем выявляется средний показатель, Да, средний которые показатель. уже берутся в расчет. Испытано на себе. Друзья, ну что, здесь в рамках этой лаборатории, ну тут есть еще, как мне сказали, 1,5-тонный пресс, да, но это уже как бы старый ГОСТ был, да, такой? Ну, старый ГОСТ, да, и испытывается больше там прочность на морозостойкость и больше сейчас испытывается на бетонные образцы. Мгм. На бетон. Именно бетон. Ну и в целом иногда требуется, да, его Да, работа. требуется, да, испытание плитки, испытание бетонных образцов. Но в целом мы благодаря Семену познакомились с деятельностью лаборатории, которая выявляет рецептуру, правильную рецептуру асфальта. Дальше уже передаются эти данные на сам завод, и там уже по рекомендациям делают асфальтобетонную смесь, Да. которую мы уже видим непосредственно на улицах нашего города. Ну, как бы такой, подводя итог, я так понял, что можно ожидать, что последние года, которые делаются, да, вот эти асфальтовая смесь, да, новый ГОСТ и новое оборудование, то будем надеяться, горожане, я думаю, обязательно будут надеяться, что асфальт будет крепче, лучше, ну и дороги наши, соответственно, комфортнее. Ну и, конечно, хотелось бы поблагодарить Семена за его работу. Я, на самом деле, когда пришел сюда сегодня с утра, да, не знал, что столько манипуляций производится с асфальтовой смесью, да, то есть с асфальтом, к которому мы привыкли, вот, ну, по нему ездим, ходим, да, но, тем не менее, тут целая наука, формулы, используется вакуум, высокие температуры и, конечно же, терпение. Вот, поэтому сейчас в рамках лаборатории мы все завершили, а дальше нас ждет не менее интересный процесс. Это, конечно же, сама укладка асфальта на улицах нашего города. Испытано на себе. Друзья, ну а сейчас у нас есть уникальная возможность заглянуть внутрь асфальтобетонного завода. Для этого нужно подняться наверх по лестнице. И здесь место оператора, да? Так. Вот бункер. Ага. Вот здесь на экране компьютера я вижу, это бункер, который загружается разные фракции. Да, все по отдельности. Получается у нас 4 фракции. Отсев и Я подержу. да, щебень 4,8, Ага. 8,16. Ну вот в данный момент вот так. И минеральный порошок. А вот это что? Это битум и вот минеральный порошок дозатор. Битум, тут есть специальная печь, которая его разогревает, и потом все это смешивается, да? Да, уже непосредственно на заводе. Подается все. И это микс перед тем, как погрузить в кузов автомобиля, соответственно, это все перемешивается, да, еще? Да, ну отдельно каждой фракции дозируется. Мгм. И потом все грузится в бункер, перемешивается в нагретом состоянии, грузится в автомобиль. И все это происходит по той рецептуре, которую мы вот сейчас в лаборатории, да, то есть ее выявляют, тестируют, определяют оптимальную рецептуру, и далее уже загрузка идет, основываясь на этих данных, именно вот здесь, как правильно называется это? Асфальтобетонный завод. Вот это и есть асфальтобетонный завод. Испытано на себе. Значит, друзья, смотрите, здесь мы находимся на асфальтобетонном заводе. Вот тут у нас плавильня. Это плавильня, где плавится битум. По трубе, да, он сюда заходит. Да.
С этой стороны щебень разных фракций загружается вот в эту синюю, в синие емкости. Затем по ленточному конвейеру проходит вон туда, попадает далее вот сюда, разогревается щебень с помощью вот этой печи. Здесь он все еще крутится, да? Сушильный барабан. А далее отсюда он выходит, поднимается куда? Горячий элеватор. А, вот наверх. Здесь, да? Или уже внизу соединяется с битумом? Ну, наверх поднимается, грохот рассеивает, Ага. и непосредственно в мешалке происходит смешивание. И в мешалке, который вот здесь, он смешивается уже с битумом, который подается вот по этой трубе. Все правильно. Вот такая интересная схема. Испытано на себе. Так, сейчас начинается движение. Был перерыв на обед. Сейчас, скорее всего, подъедет автомобиль. Но я не знаю, да, как тут работает все. Мы ждем, чтобы визуально показать, как идет загрузка, а затем мы с вами перенесемся непосредственно в город, куда доставляется асфальт и производится его укладка. Пыли много здесь, да, когда работает? Как бы много пыли. Испытано на себе. Друзья, ну а сейчас мы выдвигаемся на место проведения асфальтоукладочных работ. Это у нас по улице Пояркова. Мы сейчас приехали на улицу Пояркова. Здесь проводятся работы по асфальтоукладке. Ну, сейчас попробуем посмотреть поближе, как это происходит. Ну, я думаю, тут ничего такого достаточно необычного нет, но тем не менее посмотрим, так сказать, сделаем такой взгляд изнутри на этот процесс.
Любой может? Здравствуйте. То есть управляется отсюда? Да, да. А, да? Это все автомат. Давай, по струне, Володя, все. Знает, все. Так, ну вы все равно смотрите, просто... Это как называется? Давай все расскажешь. Друзья, ну что, давайте начнем с самого, так сказать, начала. Здесь у нас асфальт, который был отгружен на асфальтобетонном заводе. Соответственно, его разгружают в этот автомобиль. Я пока не знаю, как он называется. Владимир, как правильно называется? Асфальтоукладчик. Вот. Какие у него есть Ну, асфальтоукладчика, особенности? основные органы, это у них три момента. Первое, это у нас идет бункер, в который отгружается асфальтобетонная смесь. Мы были в лаборатории, мы были на асфальтобетонном заводе. Смесь, которая проверена, она отгружается в сам бункер асфальтоукладчика. Далее оператор наверху регулирует скорость движения, ход асфальтоукладчика, температуру и частоту переработки асфальтобетонной смеси вращения. Далее идет вот второй орган. Два мастера регулируют толщину и ширину укладки. Плита регулируется вот этим вот пультом. Фиксируется толщина. Сверху индикаторы показывают отклонение от проектных значений. Если стрелка вот подгорается снизу, необходимо плиту увеличивать. Если же индикатор загорается сверху, то необходимо, соответственно, плиту уменьшать. Перед... достаточно точно делает дозировку, да? Да, перед укладкой асфальтобетона у нас была подготовительные работы. По струне выставляются проектные отметки, фиксируется датчик фиксируется вот передним органом, и вот эта вот высота, она автоматом передается на этот пульт. Все уже довольно-таки автоматизировано, что является высокой точностью и таким вот конечным результатом. В целом оператора достаточно просто следить за показателями и вовремя корректировать. Да, далее уже бригада рабочих ручной метелкой выравнивает некоторые участки, где есть вот небольшие выемки, подсыпаются, и это все перераспределяется. Особенно тщательно это возле бордюрного камня, потому что там требуется также обеспечить максимальный стык. После работы асфальтоукладчика приступают к делу звено из катков. Они уже по технологической схеме по одному следу укатывают там определенное количество раз, чтобы достичь требуемый коэффициент уплотнения. В целом работа так. И еще асфальтоукладчик, он еще разогревает, да, асфальт? Да. Происходит разогрев асфальтобетонной смеси и постоянно перемешивается, чтобы смесь не слиплась. Друзья, ну а следующий момент, это, конечно же, каток, который утрамбовывает асфальт, соответственно, приводит его в нужное состояние, да, чтобы он был плотный. И все это делается, я так понимаю, да, пока асфальт горячий. То есть мы с вами в лаборатории до этого смотрели различную вот эту вот плотность асфальта, да, пористость и так далее. Вот здесь все это уже на практике укладывается. Смесь, та, которую была выработана в лаборатории, вы видите ее здесь вот прямо под своими ногами, грубо говоря. И сам каток делает ее более плотным асфальтом. Ну, это я своими словами говорю, да. Ну, может быть, есть тоже какие-то нюансы. Сейчас узнаем. Так, ну это я своими словами рассказал, да. То есть я просто сказал, что каток утрамбовывает асфальт, да, грубо говоря. Да. В целом есть какие-то нюансы или все правильно? Конечно, есть нюансы. После укладки асфальтобетона у нас смесь немножко глянцевая.
необходимо выдерживать температуру уплотнения, а сразу же после укладки обычно каток не двигается. Каток идет после по определенного интервала промежутка времени, когда смесь принимает оптимальную температуру. И на вальцах уже идут вот специальные вот датчики, да, которые дают впрыск воды либо же смеси, чтобы к вальцам не прилипало. Особенная важность, чтобы в механизированном звене катка было несколько машин, которые достигают определенную плотность. Сперва идет каток, который эту смесь прикатывает. Далее у нас идет уже трамбовка. И финишный гладковальцевый каток, он уже вот мелкие щели, мелкие вот неровности, это все вот выравнивается. Ну, вот технология, в принципе, такая вот идет. Вся техника уже она современная, она вот автоматизирована, поэтому у катка есть вот два рабочих момента. Это скорость заяц и черепаха. Ну вот в кабину зайдем, и там более детально это все наглядно увидим. То есть у нас есть даже возможность попасть в кабину? Да, да. Ну вот он сплошняком, ну вот у него давление меньше, потому что у него вальцы вот узкие, и чем ниже площадь соприкосновения, тем больше давит. тем больше дает, а этот уже вот разглаживает его. Ничего себе. Тут, Здравствуйте. наверное, больше не влезет. Сюда можешь садиться, да? Нет? Так вот. Так, сейчас я эту камеру буду снимать. Друзья, сейчас мы находимся в кабине асфальта, Кабина катка, укладчика. кабина катка. Кабина да. катка. Ну, в целом, вообще, как бы, скорее всего, ассоциации, да, с катком это такая медленная, тяжелая и достаточно опасная, да, машина. Да, она неповоротливая. Ее основная задача это вот просто уплотнять асфальтобетонную смесь. Без этих вот машин, ну просто мы не достигли бы того качества, того результата, который всем необходим. В бригаде здесь вот работают 3 катка, разные массы, разного значения. Как вы видите, там вальцы каждого разные, узкие на пневмошинах и вот гладковальцевые. Так, ну, оператор уже, как видно, такой вот опытный человек, он знает вот процедуру вот укладки. Укладка происходит с края к центру, и по одному следу вот он проходит и разглаживает швы и следы от впереди идущего катка. Ну, у катка там есть 2 рабочие скорости. Так вот повелось испокон веков, что нарисовано там заяц и черепаха. Ну, вот скорости они вот неизменно такие. То есть в целом управление не такое сложное, да? Да. Я вижу педаль газа вроде, да? Джойстик. А джойстик что делает? Можешь вот вкратце тогда тут показать, что у тебя там есть? Джойстиком ты что делаешь? Это скорость, да? Да. Это Скорость. вперед, назад. Вперед, назад. Ага. На мониторе у тебя что отражается? Мониторы это вода. Подача воды. Подача. Подача воды на мониторе. Там всех электроника. Да, я вижу там вот заяц и черепаха. Да. 2 скорости. Вот, ну и чтобы было удобно оператору, кабина, ну, вместе с рулем она вот перемещается с левую и на правую сторону, чтобы можно было увидеть, как происходит вот именно укладка, трамбовка на стыках с края. То есть вот это все сиденье перемещается вот сюда и становится леворульный. Сейчас руль справа. Здорово. Так, ну мы выйдем тогда. Тогда выйдем. Ага. Спасибо. Осторожно. Ну и вот раз пересел, и сейчас ему удобнее с этой стороны смотреть. Подача воды. Вода подается
для того, чтобы не на это, да? На валец асфальт, Не асфальт накрутился. прилипал. Ну, можно на асфальтоукладчик, с него там пару ракурсов сделать, снять. Он тоже двигается. Так, ну что, в целом мы посмотрели все практически транспортные средства, которые используются для укладки асфальта. Это все как бы на виду и все достаточно просто. Но, конечно, есть свои внутренние нюансы. Например, я вот здесь заметил, тут такая вот сетка, да, это армирующая. Для чего она используется? Эта сетка, она именно предоставляет жесткость для асфальтобетонных смесей между слоями, и она прерывает образование трещин. Вот. Если смотреть нормативную документацию, есть несколько видов трещин, есть температурные, есть раскрытые трещины. Раскрытые трещины идут уже от деформации ниже лежачих слоев, и по технологии, исходя из проектных решений, мы закладываем те либо иные решения. На участке Пояркова мы не меняли земляное полотно, мы не меняли дополнительные слои основания. Технология заключалась в фрезеровке и укладке асфальтобетонных слоев. Вот чтобы существующее покрытие не давало трещины, не передавало на верхние слои на новые, вот применяется вот такая вот сетка для того, чтобы предотвратить дальнейшее распространение трещин. То есть сверху могут появляться только температурные, которые допускаются при эксплуатации. Если же будет раскрытые трещины, которых там раскрытие свыше 5 миллиметров, свыше там, 50 миллиметров, тогда их необходимо уже локализовывать и менять полотно. Ну что, друзья, я думаю, что достаточно интересный сегодня выпуск получился. Мы с вами познакомились с лабораторией, где, как в настоящем, не знаю, на кулинарной кухне, да, то есть определяется рецепт асфальта оптимальный, зависящий от исходных материалов. Далее посмотрели, как загружается, как работает асфальтобетонный завод. Ну и в целом побывали там, где этот непосредственно асфальт и укладывается. В нашем случае это улица Пояркова. Ну, пожелаем, чтобы этот асфальт вообще прослужил как можно дольше, чтобы все подрядчики, да, по рецептуре готовили свой асфальт. Ну а нам, жителям, конечно же, немного терпения, потому что вот, например, как здесь, дорога перекрыта и, соответственно, работает только 2 полосы. Ну, я думаю, что это временные неудобства, которые в скором времени будут компенсированы хорошей дорогой. Владимира тоже благодарим. Большое спасибо. Удачи в работе. И, друзья, до новых встреч в эфире. Пока.